29 мая 2013 года останется в истории университета проведением первого конкурса мастерства таланта среди студентов Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы «Мистер БГПУ». За это имя боролись 10 юношей вуза. Красоту мужчины объяснить трудно. Здесь не работают критерии типа 90-60-90. Красивым можно назвать иногда и не столько смазливого джентльмена, сколько покорившего даму своим обаянием и харизмой. А нашим участникам предстояло покорить 5 успешных, красивых женщин Уфы. Не так-то легко угодить всем членам жюри. У каждой свои вкусы и предпочтения. Но все они сошлись в одном мнении. Настоящий мужчина – это своего рода супермен. И споет, и станцует, и мир спасет. Участники же поняли это сравнение буквально и предстали перед зрителями в обличии супергероев. Флэш, он же Павел Митрофанов, Супермен Андрей Салмин, Капитан Америка Вадим Халитов, Бэтмен Эмиль Бурангулов, Росомаха Тимур Хазиахметов, Блейд Мирас Каназбаев, Железный человек Марат Хакимов, Тор Михаил Сергеев, Призрачный гонщик Камиль Уразметов, Хеллбой в лице Амира Хасанова доказывали, кто же из них круче. Как оказалось, в нашем университете учатся в основном танцующие студенты. Подтверждением этому является то, что юноши отдали преимущество танцевальным постановкам и не прогадали. Зрители просто упивались романтичным, мягким танцем Марата Хакимова и 2 его очаровательных партнерш, зажигательной постановкой Павла Митрофанова, которого пришли поддержать его воспитанники. Ни один номер не был похож на другой. Тут тебе и юмористическая индийская история, и виртуозная игра на кларнете, и чтение стихов как своего сочинения, так и классиков русской поэзии, рэп, хип-хоп. В общем, зрителям не пришлось скучать. Если в женских конкурсах красоты, по слухам, соперницы подпиливают друг друга каблуки и портят наряды, то наши юноши, наоборот, поддерживали своих конкурентов как морально, так и в постановке номеров. Так Марат Хакимов, кроме своих выходов, был замечен еще в нескольких постановках. По слухам, общий танец, который просто взорвал зрительный зал, тоже его рук дело. Жюри посчитало, что именно таким и должен быть настоящий мужчина, и присудило студенту ИП номинацию «Мистер Мужественность». Номинацию «Мистер Артистичность» завоевал Камиль Уразметов. Мистером «Обаятельная улыбка» признан Тимур Хазиахметов. В номинации «Самый оригинальный костюм» победил Амир Хасанов. Хеллбой в его исполнении не оставил равнодушным никого. Вадим Халитов стал обладателем номинации «Мистер Элегантность». Самым харизматичным признали Андрея Салмина, который также стал обладателем спецприза от компании «Дом.ру». Приз зрительских симпатий и спецприз от первичной профсоюзной организации студентов достался Михаилу Сергееву. Вторым вице-мистером БГПУ 2013 года стал Эмиль Бурангулов. Первый вице-мистер Павел Митрофанов, а главный приз «Поездка на Черноморское побережье» и почетное имя «Мистер БГПУ» достались студенту Института исторического и правового образования Мирасу Каназбаеву. Несмотря на пару зачетов и экзаменов, наши ребята это сделали. Прекрасная половина нашего университета может гордиться смелыми, талантливыми, красивыми мужчинами БГПУ. Шоу было замечательное, мальчишки молодцы, они очень яркие, очень красивые. БГПУ – это не только женский вуз, но и 3-4 настоящих мужиков. 10 настоящих мужчин. Молодые люди показывают то, что они все равно являются педагогами, у каждого в визитке это проявлялось. Все у нас мальчишки молодцы, самые замечательные. Несмотря на то, что у нас девушек очень много, у нас самые замечательные молодые люди. Ну, на самом деле, я думаю, нужны такие конкурсы. Почему? Потому что в силу того, что мы испытываем себя, мы проверяем, насколько мы творчески сильные, ну и, конечно же, волевые. Потому что подготовка, на самом деле, очень много времени занимает. Для меня этот конкурс еще одно достижение в жизни, понимаете? Чтобы стать лучше, стать настоящим мужчиной, я каждый раз ставлю себе планку и добиваюсь ее.